Всем салам алейкум. А, Меня хорошо слышно? Ой, Аллах. Хорошо ли меня слышно? Хорошо, если хорошо слышно, то я начну, ладно? И комментарий отключу. Так. Есть несколько моментов, которые хотелось бы с вами поделиться. Вообще, так скажу, 4 вещи скажу сегодня. Первая вещь, то, как прошел семинар в Атырау на тему судьбы. Это первое. Второе, это касательно девушек, которые замуж не могут выйти. Кое-что им тоже скажу. Это второе. Третье, это тема касается разводов. Разводы и почему люди в основном когда-то сильно друг друга любившие, потом перестают друг друга любить. Ну и четвертое, почему вообще с человеком такое происходит. Вроде бы началось все нормально, а потом больно. Такие вот 4 момента, окей? Ну, все вот эти 3 момента, второй, третий, четвертый, они все про любовь. Сегодня эфир будет про любовь, и этот эфир, он больше предназначен для девушек. Этот эфир для девушек, это одно. И второе, ну, для парней тоже будет полезно, для тех именно парней, которые хотели бы правильно жениться, это первое. Второе, те, которые хотели бы правильно сохранить, скажем так, свой брак и правильно научиться любить, скажем так. Вот. Ну, расскажу то, что знаю, ладно? Надеюсь, это вам будет полезно. Первое, насчет Атырау. Семинар, Аллаху шукр, хорошо прошел, лично мне понравился. Ну, было много отзывов, и ну, интересно было еще. Хорошо встретили, мне очень сильно понравилось именно встреча тоже. 2 парня были, Исинджан и Азидулла. Эти 2 парня встретили, организовали все эти семинары, все встречи. Позже, после семинаров, на следующий день мы подкаст записывали. Они сами занимаются организациями разного рода мероприятиями. Утром был семинар для девушек, после обеда был семинар для мужчин. После этого был 3-й семинар для закрытой группы, для бизнесменов был. Ну и 4-й семинар был для преподавателей и учителей был. Один был семинар, небольшой такой. Там вопрос был, как правильно преподавать, скажем так, как правильно с детьми работать. Вот, на следующий день мы подкаст записывали. Ну, өзіме қатты надо. Вот. Что еще сказать? Организация была на высшем уровне. Вот. Собралось, ну, девушек, конечно же, много собралось, очень даже много собралось, весь зал почти был заполнен. Люди были активные, вопросы задавали. Я бы даже сказал, в конце очень много вопросов задавали. Вот. В общем и целом, Атыраудың халқы, ну как сказать, они тоже себя ищут, много анализируют, много читают, много новой информации хотят синтезировать. Это очень сильно радует. Это одно. И второе, радует то, что люди живые. Они хотят как свою жизнь изменить, как и жизни, допустим, своих близких. Люди хотят в какой-то степени жить на уровень выше. И это очень сильно радует. Вот. Ну, в общем, был теплый прием. Я сам лично в Атырау не был 8 лет. Вот. Я там работал просто 3 года. И вот за 8 лет город вообще, оказывается, изменился сильно. Много чего было у нас понастроено. И что интересно, те пустые места, они очень сильно уже были заняты. То есть город более насыщенный. Вот. Сол, в общем, очень большой рахмет всем жителям Атырау, тем, кто присутствовали, те, которые организовали все это. Очень сильно благодарен всем. Вот, это первое. Ну, семинар был, конечно же, на тему судьбы. Вот. Теперь, это первая часть. Вторая часть,
хотелось бы поговорить о том именно феномене, почему достаточно красивые девушки, достаточно красивые, обеспеченные, образованные, развитые девушки до 30 лет не могут выйти замуж. Вот такой вот вопрос. Просто таких кейсов сейчас начало больше становиться, что ли. Я решил кое-что прояснить. То, что некоторые девушки не совсем понимают, что с ними происходит. Они сами не понимают, что происходит с ними. Конечно, догадываются, но и как-то где-то изучают все это, но в общем и целом не совсем понимают, почему у них не получается выйти замуж. Что происходит? Вот девушка, да, допустим, у нее есть все параметры. К ней, скажем так, грубо говоря, подкатывает некий парень или парни, да? Она их сразу же отшивает. Контакт не идет. После первого, второго раза все там заморозились. Потом не получается, допустим, скажем так, найти кандидата среди холостых. Уже к 30 годам или после 30 девушка уже начинает даже в какой-то степени рассматривать позицию второй жены, допустим. Да? Такое тоже бывает. И даже окружение начинает говорить: вот, Кезінде тебе столько парней подходили, ты всех отшивала, вот тебе и держи, короче. Ну, как бы некая такая сугерек, да? Вот. И почему так происходит с девушками? Это происходит потому, что данные девушки в основном, они когда-то где-то получили очень сильный удар. Когда вообще девушка, будучи молодой, не знаю, школьницей или же в университете, допустим, в таком возрасте, если девушка была подвергнута некому насилию или попытке насилия, происходит следующее. Что происходит с ее психикой? Та девочка, которой она росла, девочка, я имею в виду именно тот период, когда она еще не контактировала с внешним миром как таковым. Она живет под опекой и крылом своих родителей, и, соответственно, понятия особо не имеет о реальном мире. Как вообще реальный мир существует, как он работает. И поэтому я говорю девочка. И, соответственно, когда такая девочка получает некий удар, даже если ей 20 лет, когда она проходит через определенную боль, она в себе замыкается. Она в себе замыкается. И вот это замыкание к чему приводит? Это замыкание и эта боль начинает делить личность этой девушки на 3 составных части. 3 части. Появляется, скажем так, 3 разных, не то чтобы психотипа, но 3 разных стороны одной и той же личности. Первое. Вот эта девочка, она начинает съеживаться. После получения определенного удара, определенной попытки насилия в свой адрес, она начинает съеживаться, она начинает как клубочком, скажем так, собираться. И бывают же маленькие дети, когда они очень сильно обижены или же их поругали, они начинают там съеживаться так вот и клубочком лежат под одеялом. Клубочком лежат под одеялом и не могут вылезти из вот этого вот состояния, когда они очень сильно плачут и очень сильно больно, и вот говорить даже не могут. И под одеялом от чувства страха, от чувства того, что эта боль может снова повториться, ребенок вот так вот съеживается. Ну, как эмбрион, допустим, в утробе матери. Что-то в этом роде происходит. И вот здесь вот появляется второе альтер-эго. Я это называю, скажем так, стервой. Появляется защитный механизм, который говорит следующее. Теперь, поскольку жизнь или мир с тобой вот так вот несправедливо поступили, я теперь имею право тоже поступать несправедливо, то есть мстить. И я теперь буду очень жестоко относиться к своему окружению, очень цинично, и буду по мере возможности давить других, потому что меня давили. И появляется некая стерва. Эта стерва на самом деле это защитный механизм, который был призван из глубины психики, чтобы защитить маленькую девочку. Вот смотрите, происходит следующее. Девочка росла до какого-то момента дошла, получила боль, здесь ее психологическое взросление останавливается.
И происходит следующее, происходит некое такое разделение, и происходит вторая личность появляется. Это уже личность стервы. Она начинает расти. Но вот это две личности, они радикально друг другу противоположны. Маленькая девочка, она наивная, она чистая, она, там, я не знаю, там, не имеет никакого плохого помысла, намерения, допустим. Она вообще не знает, что происходит в мире. Вообще ребенок, скажем так. А есть вторая половина, это стерва. Что происходит со стервой? Она все знает, она очень цинична, она хорошо умеет людей считать, она хорошо умеет манипулировать, она умеет хитрить, она умеет подстраиваться, она умеет маски носить, она умеет жестоко подавлять, при любой первой возможности подавить любого, кто слабее себя. Вот. То есть это вот другая вот личность. И одна добрая, скажем так, слишком мягкая личность, а одна слишком жестокая личность. И поскольку человек не может одновременно быть слишком добрым и слишком жестоким, появляется третья личность между. Появляется некая женщина. Назовем ее женщиной. Окей? Что происходит? Эта женщина на себя берет функцию, чтобы вот эти две крайности психики, они друг с другом были как-то склеены. И эта женщина начинает на себя брать все жизненные важные функции. Учиться, работать, выходить замуж, точнее, строить карьеру, пахать, все бытовые обычные вещи. И происходит следующее. Со временем вот эта вот девочка, поскольку она полностью закрыта, и она не развивается, эта вот часть психики, она не развивается, она вот так вот скомкана. Бразды правления на себя берет стерва. Каждый раз, когда новый парень подходит, стерва начинает его давить, отшивать, жестоко обходиться, манипулировать. Там разный арсенал идет, там мыслимые и немыслимые, скажем так, методы и способы идут. Почему? Потому что стерва говорит следующее. Маленькой девочке я тебя должна защитить, поэтому я на себя беру эту функцию и всех буду тотально отшивать. То есть все мужики сволочи, все мужики плохие, все мужики им только одно и то же нужно. Допустим, у них только кроме секса, в голове ничего нету. То есть они воспринимают любого мужчину как некую машину, которая хочет только оплодотворять и все, больше ничего не хочет. Они вот так вот смотрят. Это именно часть стервы, да? Вот эта женщина, которая между девочкой и стервой, она пытается все это сдержать. И она очень сильную, большую нагрузку на себя берет. Получается следующее. Она работает, она что-то делает. И вот год за годом она пытается учиться, какие-то марафоны смотреть, то все. Ей уже приходит 30 лет, ближе к 30 годам. И она потом истощается. Она истощается и уже не может ждать, пока девочка повзрослеет, в себя придет, она до сих пор скомканная, и не может остановить саму стерву, потому что стерва обещала, что жизнь поправит, она защитит. Но стерва, кроме того, как отшивать, допустим, парней, она больше ничего не занимается, она просто давит все. А она сама устала между вот этими двумя личностями бегать. И вот здесь вот как раз-таки происходит очень большой кризис, и человек, точнее девушка, входит в некий такой транс, выходит такой некий шоковое состояние, не знает, что делать. Она не знает, что с собой творить. Она не знает, как с собой быть, потому что стерву успокоить не может, остановить точнее не может, она все подавляет. Женщине дать свободу и дать ей передышку тоже не может. Девочка вообще, в себе замкнулась. И вот эти вот три стороны личности, они друг с другом вообще, скажем так, некий такой духовный вывих бывает. И вот такие вот девушки приходят на консультацию. И во время консультации происходит следующий момент, что я делаю, скажем так. Происходит следующее. Первая встреча бывает со стервой. Вначале девушка приходит, вся такая опрятная, все нормально, но она смотрит на меня взглядом стервы. Она смотрит на меня и начинает оценивать. Вообще, я, забегая вперед, такую вещь скажу. Те девушки, которые приходят ко мне на консультацию, они приходят в основном по той простой причине, что они хотят, просто вот эта внутренняя стерва, она же привыкла всех давить. И каждый раз, когда давит, она хочет планку все больше и больше повышать. Она хочет давить уже более сильного, более умного оппонента. И где-то она, допустим, услышала, что есть такой психолог по имени Тавиат, вот дай-ка я его тоже на прочность потестирую. Понимаете? То есть, дай-ка его вот так вот. И приходит, садится, разговор начинается, консультация начинается, и в начале консультации начинаются разного рода трюки.
Вот эта стерва начинает что делать? Я не про самого человека говорю, я просто про ее личность говорю. Я специально вот так вот называю. Я как бы прошу прощения перед девушками и женщинами, если я вот так вот выражаюсь, потому что по-другому я не могу описать, скажем так, край этой личности. Okay? Каждую личность. Вот. Одну я называю стервой, одну называю женщиной, одну называю девочкой. Okay? Это для того, чтобы было ясно, из чего состоит ваша целостная личность и что и как надо на место поставить. Поэтому за слово стерва, пожалуйста, простите меня. Я не для того, чтобы вас оскорбить, это делаю. Просто это слово нужно, чтобы вам максимально передать, что происходит вообще внутри девушки, которая когда-то получила боль и насилие увидела. Okay? И для этого делаю. И, в общем, происходит, начинается консультация, приходит девушка, и в ней вот эта вот стерва начинает на себя брать всю доминацию. То есть она начинает консультацию с того, что начинает тестировать. Вот он что-то говорит, что-то объясняет, то все, короче. А он вообще соответствует тому, что он сам говорит. Может, он действительно такой вот манипулятор. То все, короче, вот такие вот этими вопросами приходит. И самый главный вопрос, который ее очень сильно гложет, и прям это все видно, девушки, вот именно стервозная часть ее, она начинает, точнее, ищет ответ на вопрос. Вот он как мужчина, поскольку я уже повидала столько мужчин, которые на самом деле как бы делают вид, что они нормально, а на самом деле они сволочи. И вот если он меня сейчас не убедит, то, что все-таки есть нормальный мужчина, то после этого я никогда и ни за что не примусь надеяться вообще, что есть мужчина нормальный. Окей? Потому что они как смотрят, ну ладно, простой мужчина, да, он может быть сволочью, но вот психолог, да, допустим, который работает с людьми, да, который, может быть, там местами говорит про религию, что-то там, духовность говорит. Вот он соответствует своему слову. Если он не соответствует, то все, я перед Богом оправдана в том, что я стерва, я хочу уничтожать, я хочу давить мужчин. Окей? И, в общем, с такой мыслью она начинает тестировать, насколько я, допустим, верен своим словам, насколько я, допустим, компетентен в своих там вопросах, которые я говорю, насколько я, допустим, вообще осведомлен о женской психике, насколько я верен своей супруге. Такие моменты тоже есть. Бывает на консультации, начинают девушки всякие тонкие, скажем так, элементы закидывать. То есть, как бы сказать, тестировать меня на прочность в плане, как я на них смотрю. Я смотрю на них как на клиента, на человека, которому надо помочь, или все-таки смотрю как на девушку. Понимаете? Может быть, я как бы на нее как-то, как обычный мужчина смотрю. Не знаю, как на мясо вот смотришь, да, допустим, вот так ли он смотрит. Вот такие вот вещи, понимаете? И потом через какой-то момент, через какой-то момент, когда вот эта вот стерва не может уже найти повод очернить, скажем так, меня, оно уже переходит в фазу, ладно, я подожду до конца консультации, если во время консультации ты какую-то хоть чуть-чуть малейшую там трещину дашь, я тебя сожру. Понимаете? И вот стерва начинает успокаиваться здесь. Потом выходит женщина, вторая личность, которая полностью в хлам уставшая. И потом вот здесь вот начинается уже не тестирование меня, здесь уже идет вот, как бы сказать, вываливаются все проблемы. Я устала, я истощена, у меня такие-то проблемы с родителями, там-то, сям-то. Короче, все вот эти признавашки, все начинают вываливаться. То есть все, что натерпелось, и все, что вот эта стерва не давала ей признаваться и быть слабой, и признать то, что да, у нее на самом деле, несмотря на красивую внешность, несмотря на то, что у нее жадай нормальный, по материальным как бы, критериям, но она из-за этого несчастлива, и она не может об этом признаться ни своему окружению, никому не может признаться. Стерва не дает ей об этом признаться. И вот здесь вот, как только стерва успокаивается, начинает все это вываливаться. То есть то, что годами она не признавала все, и не признала в себе то, что она устала, то, что она слабая, она начинает это все вываливать. Потом идет процесс, как бы, мы начинаем работать, анализировать, я начинаю как бы, говорить, вот здесь вот такая-то момент, такой-то проблема, вот здесь обратите внимание, то все. И женщина вот здесь вот тоже удовлетворяется. И моя начинается вот здесь настоящая консультация, вот здесь начинается. Начинается третья фаза консультации, когда уже переходит на девочку. На девочку переходит, она такая скомканная,
И ей больно, она до сих пор в этом положении вот так вот лежит под одеялом, скажем так. И третья фаза консультации происходит следующее. Я просто начинаю с этой девочкой разговаривать. Она потом, бывает же, вот вы смотрите на маленькую, представьте, маленькая девочка лежит под одеялом, скомканная, и вы начинаете, рядом садитесь, потом начинаете медленно с ней разговаривать, спокойным голосом. И она начинает сдалека вас слышать, из-под одеяла начинает слышать. Потом одним краем вот так вот открывает одеяло и вот одним глазом только смотрит. Кто это, что это. И происходит некий контакт. Маленькая девочка начинает со мной общаться. И Аллах шукр, на третьей фазе начинается вот это вот расцветание, скажем так. Маленькая девочка, она как цветок, на который вот наступили, скажем так, да, ботинком, замялась. И вот этот цветок, он годами не раскрывался. И он начинает раскрываться постепенно. И вот эта маленькая девочка начинает более смело себя вести. Более так, и она начинает там понимать, что, оказывается, окружающий мир совсем другой, много чего другое, понимаете? И происходит следующее. Вот эта стерва, на самом деле, это все, это весь жизненный опыт, который не был передан маленькой девочке. И вот этот весь жизненный опыт, здесь вот происходит следующее. Вот эта стерва, вот эта женщина и маленькая девочка, вот эта стерва и женщина, они начинают растворяться и переходить в маленькую девочку. И маленькая девочка начинает вот так вот расти. И к концу консультации из маленькой девочки появляется полноценная женщина. Смог объяснить? Я немного сумбурно это говорил, может быть. И мои слова немного не подходили, может быть, описать. Но вот в начале, смотрите, вот в начале до насилия была девочка только. Момент насилия, боль, идет разделение. Маленькая девочка скомкивается, появляется стерва. И чтобы их сдержать, появляется женщина между ними. А во время консультации первая фаза — это успокоить стерву, пройти через ее тест. Она как антивирус идет, она как фильтр идет, как критическое мышление. Надо через это все пройти. После этого выслушать вот эту женщину, которая устала очень сильно. Она как бы истощилась. И потом дойти до маленькой девочки, и, если можно так сказать, ее словами и заботой погладить. Понимаете? И дать ей понять, что то тепло, которое она в мире ищет, оно на самом деле есть, но оно у Создателя. Если повернешься к Создателю, получишь то, что хочешь. И уже не надо будет лежать скомканный под одеялом, можно будет выходить. И мир станет более безопасным, и ты будешь более сильный. И вот здесь вот защитный механизм стервы, вот эта женщина, которая устала, они, скажем так, растворяются и переходят к маленькой девочке, и маленькая девочка превращается в женщину. Окей? Процесс вот так вот происходит. Я к чему это говорю, все это? Конечно, скажем так, может быть, некоторые специалисты скажут, зачем ты как бы говоришь, как ты работаешь, все такое, но ко мне приходят и психологи тоже. Я думаю, этот эфир для психологов тоже будет как бы в какой-то степени полезный, и может они сравнят свою как бы методику, как я работаю, как они работают, где-то что-то возьмут, где-то что-то не возьмут, но надеюсь, это поможет, потому что все-таки меня на всех не хватит. Да, я работаю, там, консультирую, все такое, но все равно меня на всех не хватит. В Казахстане женщин, которые себя не могут найти, и которым 30 лет и замуж не могут найти, их просто куча. И я думаю, любому специалисту как бы за глаза хватит работы. Вот, поэтому я даже буду рад, если моя методика где-то поможет людям, скажем так, улучшить их профессиональную деятельность как психологов или консультантов. И самим девушкам будет легче к 30 годам понимать, что с ними произошло. Окей? Потому что не все девушки к 30 годам могут понять, что в них есть и стерва, и уставшая женщина, и скомканный маленький ребенок. Окей? И как все это надо собирать? Надо сперва стерву успокоить, потом услышать женщину, и после этого, скажем так, забота окутать маленькую девочку. И после этого происходит некое такое излечение.
Вот это первая вещь. Вот. Поэтому почему к 30 годам, скажем так, девушки красивые, даже жагдайбар, все такое, такие девушки не могут замуж выйти, потому что у них вот так вот на 3 части все разделено. И самое важное, вот эта стерва не дает никому пройти. Надо суметь ее пройти. После этого только можно будет достучаться до человека. И только после этого человек выйдет из своего бункера. Эта стерва, она как некий бункер. Из этого бункера выйдет и после этого начнет целенаправленно строить свою жизнь. А до этого момента она будет скомканно лежать и не будет как бы реагировать на любые попытки пригласить ее замуж, скажем так. Вот. Это второе, что я хотел сказать. Надеюсь, вы от этого, если что-то было непонятно, еще раз переслушайте, пересмотрите, проанализируйте. Вот. Это второе, что я хотел сказать. Теперь третий момент. Хотелось бы сказать немного про разводы, причины разводов. Одна из больших причин разводов, особенно среди верующих людей. Часто бывает такое, что мусульмане, скажем так, заявляют, что они Аллах ризалығы үшін друг друга любят. Ну, бывает такое, муж говорит, Аллах ризалығы үшін я тебя люблю, жена говорит, Аллах ризалығы үшін я тебя люблю, и все такое. Что такое Аллах ризалығы үшін любить? Да, ради довольствия Всевышнего. Что это такое вообще? Это значит любить кого-то, но в ответ ничего не ждать. Ничего не ждать, это первое. Но ждать от Создателя. Что если Создатель будет доволен, все остальное не важно. Еще раз повторю. Если Создатель будет доволен моей любовью к кому-то, то все остальное не важно. Даже если этот человек сделает мне больно. Даже если этот человек меня предаст. Даже если этот человек будет надо мной издеваться. Даже если этот человек некое насилие или агрессию проявит. Все равно, несмотря на все это, я буду его любить или ее буду любить. Почему? Потому что я ожидаю ответную реакцию только от самого Создателя. Вот и все. И когда люди заявляют, «Мен Аллах ризалығы үшін сені сүйемін», вот, я ради довольствия Всевышнего буду тебя любить, только ради довольствия Всевышнего. Во-первых, будьте осторожны, когда вы заявляете такие вещи. Любить ради довольствия Всевышнего – это нереально тяжело. Это нереально, это просто нереально тяжело. Почему? Допустим, например, жена любит мужа, да? И заявляет, Аллах ризалығы үшін я тебя люблю. Или мусульманин, брат, другому мусульманин, брату говорит, вот Аллах ризалығы үшін я тебя люблю. Или сестра сестре говорит, да? Это заявление, если будет принято как молитва, то это заявление будет протестировано. Что это значит? Вот жена, допустим, заявила, Аллахом, вот, сені ризалығы үшін мен күйеуімді сүйемін. Я ради довольствия твоего, Всевышний, я ради твоего удовольствия буду любить своего мужа. Окей. А что если этот муж захочет вторую жену? А что если этот муж, допустим, перестанет работать, зарабатывать? А что если у этого мужа появятся какие-то плохие привычки? А что если этот муж начнет на тебя руку поднимать? А что если этот муж, не знаю, там вообще на тебя все забьет? А что если вместо того, чтобы тебе прислушиваться, муж начнет прислушиваться к своей матери и начнет как бы больше к матери тяготеть? А что если твоя енешка будет там, ну, в общем, свекровь твоя сделала для тебя ад на этой земле? То есть, а что если вот такие если будут появляться раз за разом? И вот что такое любить ради довольствия Всевышнего, это значит, несмотря на то, что вот такие худшие ситуации происходят, не меняться в чувствах. Почему? Потому что вы любили не ради мужа, не ради довольствия крови, не ради того-то, не ради этого. Вы заявили, что вы любите ради самого Создателя. Тогда терпите. Понимаете? То есть заявить, что я ради довольствия Всевышнего кого-то люблю, это все равно, что сказать, даже если все пропадет, Создатель мой, я все равно этого человека буду любить. Это представляете, какое очень тяжелое заявление. И ваше заявление, оно будет протестировано. Протестирование временем, событиями, обстоятельствами. И может даже прийти такой момент, я часто вижу такие моменты, когда два человека, оба верующие, и начали некий союз, брак, да, заявили, что они ради довольствия Всевышнего будут друг друга любить. В итоге получилось, они приходят к чему? К разводу. Потому что вот это заявление, оно было протестировано. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, прошу,
Просто так легко не заявляйте, что вы собираетесь любить кого-то ради удовольствия Всевышнего. Окей? Я не говорю, что к этому нельзя стремиться. Нет, стремиться это хорошо, это похвально. Но заявлять это так, как будто вы уже это сделали, это неправильно. Это вообще неправильно. Ради довольствия Всевышнего могли любить друг друга пророки. Или, допустим, сахабы. Почему? Потому что они выстрадали столько вещей годами. Они друг друга терпели. Они друг друга пытались понять, пытались простить. Понимаете? Это столько вещей они вынесли. И после этого, да, они могут сказать: «Мен Аллах ризалашын сені всем». То есть они могут это сказать. Понимаете? Но мы не можем. Современный человек, он всегда любит с условностями. Он любит, если есть деньги, и он любит, если ему комфортно, он любит, если у него его слушаются, он любит, когда к нему прислушиваются, он любит, когда его хвалят, когда есть подарки, когда есть дом, когда есть машина, когда есть дети. Понимаете? То есть современный человек, любовь современного человека очень много напичкана очень большим количеством условностей. Если начать эти условности выдергивать, от его любви ничего не останется. Ничего не останется. Как только муж говорит: «Я хочу там вторую», все, любовь сдувается. Понимаете? Как только, не знаю, там нету машины, сдувается. Как только проблема с квартирой, сдувается любовь. Как только дети не слушаются, сдувается любовь. Как только бытовуха начинает надоедать, сдувается любовь. Как только свекровь начинает вмешиваться в отношения, сдувается любовь. Понимаете? Очень много вещей есть, которые напичканы под понятие любовь у современного человека. И как только эти вещи уходят, от любви вообще ничего не остается. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что современный верующий человек не понимает, что такое любовь. Понимаете? То есть не понимает, что такое любовь, во-первых. Во-вторых, он заявляет так, как будто он знает, что такое любовь. А когда вот эти условности появляются, когда вот эти вот условия или обстоятельства меняются, и комфорт перестает быть комфортом, вот здесь появляется проблема. И оказывается, тот, кого я любила, он уже не такой, или та, которую я любил, уже не такая. И вот эта вот любовь, шарттак махаббат, условная любовь. То есть если ты каким-то критериям подпадаешь, только я тогда тебя буду любить, это больше не любовь, а больше контракт. Okay? А настоящую любовь еще предстоит доказать. Ее реально предстоит доказать годами. Будут моменты, когда ваши партнеры, скажем так, жизненные партнеры, да, муж или жена, будут моменты, когда они вас будут реально бесить. Или из-за них вы будете уставать. Или они вас не будут слышать. И что самое плохое, в этот момент, именно в этот момент, будут появляться альтернативные люди. Где-то коллеги, где-то по бизнесу какие-то партнеры, которым вы нравитесь. И вот здесь и появляется вопрос. С одной стороны, неприятная, заставляющая уставать жена, и с другой стороны, какая-то молодая красивая девушка, которая, не знаю, там, является моей коллегой. Понимаете? Или такая же ситуация у женщины. С одной стороны, муж, который вообще не понимает, и с другой стороны, такой харизматичный, красивый мужчина появляется на работе где-то. Понимаете? И вот таких моментов будет куча. Если сквозь года все-таки люди через все это пройдут, да, после этого можно сказать: вот у вас появляется любовь. А вот не пройдя через все это, назвать это любовью, это громко сказано. Okay? Поэтому верующим людям такой посыл: пожалуйста, не заявляйте, что вы друг друга любите ради довольствия Всевышнего. Это очень большой статус и очень громкие слова. Okay? И ваши слова будут протестированы. И вы сами лично будете свидетелями, насколько вы действительно ради довольствия Всевышнего любите мужа, жену, или своих братьев и сестер по вере. Okay? Это будет протестировано, и вы это увидите. Вы сами собственными глазами, собственными руками, может быть, даже порвете эти отношения, о которых вы когда-то годы назад заявляли, что вы ради Всевышнего, тебя люблю, то все.
Потом время проходит, тот человек, которого вы любили, он вас бесит. Вы его ненавидите и хотите порвать все отношения. Вот. А с чего это началось? С того, что когда-то вы заявили, что ради довольствия Всевышнего, громко заявили, что вы кого-то любите. Будьте осторожны, эти слова очень тяжелые, и довольствие Всевышнего — это не такая уж игрушка, с которой можно просто так играть и думать, то, что, не знаю, там, каким-то хорошим настроением или какими-то веселыми эмоциями можно дотянуться до довольствия Всевышнего. Это не такая простая вещь. Это очень дорогая вещь. Если у вас действительно Всевышний будет вами доволен, если действительно он будет доволен, это считай, что вам рай обеспечен. Абсолютно. Это гарантия. Довольствие Всевышнего вам гарантирует рай. Понимаете? Поэтому и сказано, когда люди будут заходить в рай, им будет сказано: заходите в рай у те, которым я доволен, и те, которым мною довольны. То есть довольство Всевышнего своим созданием и создание довольно своим Всевышним, это и есть символ того, что все, вы в раю. Окей? И волноваться о чем-либо уже не надо. То есть вы гарантированно попадаете в рай, если Всевышний вами будет доволен. Потому что довольство Всевышнего, оно перекрывает все. Вы получаете некую такую протекцию и защиту. Ни ад, никто не посмеет вас вообще потревожить, вообще дотронуться до вас. Понимаете? И не войти в рай вы тоже не будете. То есть не войти в рай, это будет невозможно. Сам рай скажет: войди в меня. Понимаете? Иначе мой Создатель не будет мною доволен. Смог объяснить? И все ангелы будут такого человека любить и чтить. Поэтому довольство Всевышнего — это не простая такая вещь. Не думайте то, что просто сказав языком, вы действительно будете соответствовать своему этому слову, которое вы заявили. Потому что вы будете протестированы на предмет серьезности вашего намерения, когда вы говорите: кого-то люблю ради довольствия Всевышнего. Окей? Будьте осторожны. Вот, это третье, что я хотел сказать. Ну и четвертое, последнее. Как я говорил, вот эти девушки, которые получили, ну скажем так, не то что получили, пережили опыт насилия, допустим, да, или какой-то боли, или же те же люди, которые когда-то заявляли, что они ради Всевышнего кого-то любят, а потом оказалось, что их предали, или наоборот, они кого-то предали, и пошел развод и все такое. Почему все это происходит? Одним словом, это все боль. И здесь надо сказать, почему боль присутствует в жизни человека. Боль присутствует по той простой причине, потому что мы эгоисты. Люди очень эгоистичны. Они о другом ком-то никогда не думают. Я себя тоже включаю в это. И человек начинает думать о других людях только тогда, когда у них общая боль. Когда общая боль. Понимаете? Это условие. И поскольку Создатель знает, Аллах Та'аля знает, что человек эгоист, человек на самом деле никогда не будет чужую боль решать. Никогда. Это невозможно. Понимаете? Чтобы эгоист пошел чью-то боль решал, это априори невозможно. Это против эгоизма. Окей? Но Создатель знает, что определенный человек должен сыграть какую-то роль в этом мире. Для чего? Чтобы на том свете это послужило некой причиной, чтобы Аллах Та'аля, скажем так, посмотрел на все это и простил своего создания. Для этого это создание должно с чем-то прийти к своему Создателю. То есть какие-то деяния хорошие должно сделать по жизни. Кому-то помочь, где-то кому-то чему-то научить, где-то, допустим, поддержать, где-то кого-то защитить. Но просто так эгоист не будет все это делать. И что делает Создатель? Создатель помещает в человека некую боль, и когда этот человек переживает эту боль, эта боль становится для человека личной. И вот человек, вот личную боль, свою собственную личную боль, он готов решать. Он готов решать. Чужую он не готов решать. Вы все знаете то, что, допустим, где-то, может быть, где-то в Африке, допустим, дети голодают. Ну, сами спокойно кушайте. То есть чья-то боль в нашем мире, особенно в нашем мире эгоизма, в 20-21 веке, это про расцвет эгоизма, в этих веках, чтобы человек от человека заботился, это не ждите такие вещи. Но
надо же как-то сделать так, чтобы люди друг о друге заботились. И вот тогда Создатель пропускает некую боль через одного человека. И когда он этой болью болеет, эта боль для него становится личной. Вот личную боль он готов, свою собственную личную боль он готов решать, до конца решать. А чужую боль не собирается. И решая свою личную боль, он, скажем так, находит некий антивирус или некое решение, с помощью которого он может излечить или избавиться от своей боли. Окей? И потом постепенно, когда он начинает делиться с другими людьми или показывать другим людям, как он решил эту боль, вот тогда другим людям это начинает помогать. То есть, иными словами, перед тем, как вас простить, вы должны к своему Создателю прийти с чем-то. А чтобы с чем-то прийти, вы должны быть полезны для других людей. А чтобы вы были полезны для других людей, вы должны быть заинтересованы помочь этим людям. А чтобы помочь этим людям, у вас должна быть общая боль. А чтобы у вас была общая боль, у вас должна быть личная боль. Вы должны этой болью сами перестрадать. И у вас появляется некий, скажем так, метод решения этой боли. Okay? И тогда вы можете пойти этим людям легко уже помогать. Почему? Потому что вы в этих людях видите себя самого. Например, есть девушки, психологи, которые приходят на консультацию. И вот эти девушки, они сами когда-то тоже получили некий такой опыт насилия. И такие девушки, им не надо что-либо доказывать своим клиентам. Они встречаются с девушками, которые тоже увидели насилие. Они просто встречаются взглядами, они друг друга сразу понимают. То есть она тоже, психолог, прошла через такую боль. Клиент тоже прошел через такую боль. Ей доказывать, что я тебя понимаю, это уже не надо. Просто по взгляду видно. По взгляду видно, они друг друга поймут. Понимаете? И поймут, и они сразу сближаются. И вот этот психолог может поделиться своим опытом, как она через все это прошла. Понимаете? И клиент от этого получает сразу же мгновенное решение. Вот так вот процесс происходит. Понимаете? Вот. Теперь в моем случае, поскольку я сам, как мужчина, допустим, да, я же не получал же такой опыт насилия. Поэтому девушка, которая получила насилие, да, допустим, увидела насилие, она приходит на консультацию, я прохожу через ее стерву, через женщину, через девочку, вот так вот достукиваюсь, понимаете? А вот эти женщины, которые уже сами тоже психологи, видели это насилие, они через стерву или женщину сквозь проходят, понимаете? Им ничего не надо доказывать, потому что стерва, она в ней видит точно такую же, как она сама. И легко пропускает. А в моем случае приходит девушка, я же насилия такого не видел, и поэтому мне надо сперва успокоить саму стерву внутри этой девушки. Понимаете? А ключ успокоить ее соответствовать тому, что я сам говорю. Смог объяснить? Только тогда стерва успокоится и скажет: ну да, в принципе, ты не врешь. Дай-ка я тебя послушаю. Но если сделаешь какую-то ошибку, я тебя порву. Понимаете? В этом разница. Поэтому четвертое, что я хотел вам сказать, почему это послал тем девушкам, которые когда-то увидели некую боль или через какое-то насилие прошли, или же попытку насилия прошли, да, допустим. Это с вами не просто происходит. Эта боль вы переживаете. Почему? Чтобы она через вас прошла, чтобы она для вас стала личной, и чтобы вы научились с этой болью справляться. И только тогда, когда вы справитесь с этой болью, после этого вы сможете тысячам другим девушкам помогать, потому что вы сами через все это прошли. И когда вы поможете этим тысячам девушкам, вы станете полезны. Да, один человек получил насилие, но зато что сделал? Он тысячам людям помог, этот человек, то есть эта девушка. Понимаете? И с этим Аллах Жаса вы придете на том свете к своему Создателю. И Аллах Жаса, это вот это все будет оценено вашим Создателем, и Аллах Та'аля вас пустит в рай. Понимаете? Поэтому началось с насилия, но в итоге вы раскрылись как человек, который понимает другого человека. Это первое. То есть вы поняли, что такое боль,
Вы поняли, что такое жизнь, как она ценна, и как надо ее беречь, и как ее надо ценить. И ценя чью-то жизнь, и понимая чью-то боль, вы сами становитесь как человек очень ценным. Понимаете? И, соответственно, из-за повышения вашей собственной ценности вы становитесь будущим жителем рая. Потому что в рай будут пускать именно ценных людей. Смог объяснить? Вот, поэтому вначале, да, было плохо, потом был саботаж, потом боль, отрицание. Позже появляется понимание, приходит решение, проясняется все это. И в конце вы становитесь полезны для других людей, полезны для себя. И в итоге вы превращаетесь из гусеницы в бабочку. То есть раскрываетесь как личность, развиваетесь, лучше понимаете людей, лучше в них разбираетесь, учите их, как защищаться, как восстанавливаться, okay? Как саморемонтироваться, если можно так сказать. Ну и, соответственно, Аллах Жаса, заходите в рай. Окей? Поэтому этот эфир был для девушек. Вот, надеюсь, вам все это будет полезно. Если что-то не так объяснил или кого-то задел, прошу прощения. Такой цели не было. Но хотел поделиться своим опытом. Вот. Кстати, еще такую вещь хочу сказать. В это воскресенье, я не знал, что в субботу, оказывается, рабочий день, в это воскресенье в столице, в городе Нур-Султан, Астана, Аллах Жаса, проведем семинар для девушек с 10 до часу и для парней с 3 до 6. В это воскресенье, 6 марта. Окей? Пока я ищу место, Аллах Жаса, если найду хорошее подходящее место, то семинар в это воскресенье, 6 марта, будет проведено в столице. Приходите. Семинар будет на тему судьбы. Много чего там будем обсуждать. Вахтау и Ватрау достаточно насыщенно прошло. Я думаю, в Астане тоже будет. Иншаллах сол. Коротко вот так вот. Приходите на семинар. Завтра, Аллах Жаса, как только найду место, будет объявлено о семинаре, который предстоит в это воскресенье, 6 марта. Сол. Девушкам совет. Не печальтесь. Окей? Все, что с вами происходит, оно к чему-то хорошему вас приведет. Вот. Главное, плохо не думайте ни о своем Создателе, ни о самих себе, ни о мире в целом. Плохие мысли подталкивают к неправильному пониманию всего и вся. Думайте хорошо. Окей? Я этим словами не оправдываю насилие, которое вы пережили, или вообще девушки переживают. Но хочу сказать то, что в конце концов за любой тягостью есть облегчение. Окей? Всем рахмет. Надеюсь, было полезно. Извиняюсь, что так поздно начал прямой эфир. Был занят, были консультации. Рахмет. Берегите себя. Всем салам алейкум.